Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной з Варшавы Алена Жываглот, каардынатарка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і лідарка сумленных людзей або ініцыятывы «Честные люди», вядомай падчас выбараў 2020 года. Прывітанне, Алена. Добрый день. Мы паговорым сёння пра стратэгію дэмакратычных сілаў на так званым канстытуцыйным рэферэндуме, які павінен адбыцца ў студзені-лютым наступнага году. На днях мы про гэта гаварылі ўжо з Паўлам Латушкам. Была таксама ў пятніцу, дакладней у суботу, такая ж цэнтралізаваная навіна ад усіх дэмакратычных сілаў пра канцэпцыю удзелу ў гэтым, называць это выбарчым мерапрыемстве, так хутчэй назовем это. Давайте сёння пра канкрэтыку паговорым, таму што ўжо шмат людзей выказваюцца, і аналітыкі, і палітолагі, і звычайныя грамадзяне. Шмат таксама крытыкуе гэтую ініцыятыву. Я сёння з гэтага боку хацеў бы падысці да вашай ідэі. Найперш спытацца спачатку, ці ўвогуле магчыма было б, скажем так, сарваць гэты рэферэндум, паколькі Лукашенко не прызнаны як прэзідэнт, адпаведна Беларусі няма легальнай улады, увогуле сарваць, а не удзельнічаць, а не байкатаваць, але каб ён не адбыўся. Наверное, здесь я даже от обратного скажу. Если игнорировать и не участвовать, то можем ли мы помешать произойти этому преступлению? И мне кажется, вот это ключевой ответ. Да? Если не реагировать на это, не пытаться препятствовать, то точно мы ничего не сможем сделать. Таким образом, я, наверное, мягко подвожу к тому, что действие в любом случае эффективнее и лучше, чем игнорирование, чем бойкот. Вот, наверное, так могу ответить. Можем ли мы сорвать? Что значит сорвать? Да? Здесь вопрос. Препятствовать фальсификациям, тут, наверное, сейчас дискуссию, да, развернем, чтобы референдум вообще не произошел. Да, я полагаю, что с ходом кампании, с приближением февраля, вероятно, да, потому что Лукашенко не называет пока дату референдума, не объявляет его, это тоже показательно. Вероятность того, что Лукашенко не проведет референдум, есть. И, наверное, она возрастает с увеличением количества людей, вовлеченных и готовых действовать. Я думаю, что здесь есть прямая зависимость от количества людей, от мобилизации белорусов. И да, думаю, что Лукашенко боится протестной явки на участке. 3 крокі уваходзяць у вашу ідэю. Гэта прыйсці на участак, закрэсліць абодва варыянты, поставіць там пушачку, крыжык, неважна, і кінуць бюлетэнь у выбарчую скрыню. А чым, на вашу думку, удзел у гэтым рэферэндуме, галасаванне мае на ўвазе, лепшы, чым, напрыклад, байкот? Так, наверное, первая поправка, что мы не говорим об участии в голосовании. Мы ни в коем случае не говорим о том, чтобы участвовать в голосовании за либо против поправок Конституции. Тут я провожу вот четкую линию, да. Мы говорим о том, чтобы прийти на участки и продемонстрировать свое несогласие с Лукашенко, с режимом Лукашенко, с беззаконием, которое происходит в стране. И наша логика как раз в том, чтобы демонстрировать единым образом, сделать бюллетени недействительными. Поэтому, называя референдум преступлением и обманом, мы следуем вот этой логике, говорим, что нам важно не вестись на манипуляции, на блеф Лукашенко, да, в том смысле, что он будет подавать это как попытки двигаться по пути демократии и прочее, да, что он оставит власть. Поэтому мы говорим сейчас о явлении на участке, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сделать бюллетень недействительным. Аргумент прыхільнікаў вашай канцэпцыі, ну і аўтараў той самай Паўла Латушкі пра тое, што калі б, напрыклад, байкот адбыўся ў 2020 годзе, людзі не пайшлі, тады б не адбыліся ўсе гэтыя падзеі, людзі б не ведалі беларусаў, колькі і супраць улады, колькі прыхільнікаў перамен, і не было пратэстаў, якія так ці інакш все-таки аслабілі Лукашэнку. А вы зараз, я так разумею, што спадзяецеся, што гэтыя падзеі зноў нейкім чынам людзей палітычна наэлектрызуюць, выведуць на вуліцы, пачнуцца зноў нейкія пратэсты мірныя? Во-первых, мне не совсем нравится, да, там аргумент сравнения с 2020 годом, смотреть на опыт 2020 года. Я полностью солидарна с позицией демократических сил, в кое себя отношу, что это событие важное для того, чтобы использовать его как возможность, в том числе для мобилизации людей. Это правда. Сколько людей придет на участки демонстрировать несогласие, зависит, наверное, и от нас, представителей гражданских инициатив, политических штабов, и от самих белорусов. Сейчас, я думаю, время не когда мы
выбираем лучшую идею, наверное, да, или конкурируем между собой. Сейчас время объединиться вокруг одного единого общего плана. Вот, потому что думаю, что идей лучших не бывает, что именно делать, да, и как реагировать на референдум. Поэтому я говорю о том, чтобы это была общая единая стратегия, единый план. Вот. Сравнивать ли с 2020 годом, удастся ли привести столько людей? Мы понимаем, что за год много поменялось, контекст изменился, наверное, вера людей, готовность действовать, риски, депрессии и прочее, прочее, прочее. Здесь нет иллюзий, что вернуться в масштабы уличного протеста 2020 года, ну, это большая задача, да. Тем не менее, референдум, да, направлен на то, чтобы демонстрировать, это акцентное слово, несогласие. У беларускіх электаральных кампаніях звычайна самыя буйныя фальсіфікацыі адбываюцца падчас датэрміновага галасавання, калі укідваюць бюлетэні пераважна ўвечары або ўначы, калі ўжо няма выбарнікаў на участках малалікай колькасці. І ці будзеце вы неяк спрабаваць перашкодзіць вось гэтаму, ці ўвогуле гэта ўваходзіць у вашыя планы? Таму што зноў жа можна закінуць 50%, хаця на 50 не трэба, таму што ў рэферэндуме няма парога ніякага. Але закінуць звычайныя бюлетэні, каб проста падчас падліку паказаць іх БТ, АМТ, СТВ і все. Будем ли мы препятствовать фальсификациям? Да, будем. Сейчас, наверное, вот мы так обозначили стратегию, можно сказать, общими мазками принципиальную позицию, да, что мы не призываем бойкотировать, что мы призываем демонстрировать несогласие, приходить на участки. По мере хода приближения к референдуму мы будем добавлять детали, да, будем рассказывать детально о том, в каком виде участвует платформа «Голос», как мы предлагаем фиксировать нарушения и фальсификации, и будем делиться этими деталями. Сейчас, наверное, важно сказать в разрезе этого вопроса о том, что мы уже работаем с избирательными комиссиями. И важный, наверное, момент. Если в 2020 году честные люди занимались, скажем так, рекрутингом, да, призывали граждан становиться членами избирательных комиссий, честными членами избирательных комиссий, то сейчас мы работаем с теми, кого уже приглашают, скажем так, да. Что мы видим? Что сейчас количество членов избирательных комиссий ставится под вопросом. Есть эта информация, да, возможно, их сократят. Почему? Потому что люди не соглашаются. То есть уже неформально за закрытой дверью задаются вопросы, будете ли вы членом избирательной комиссии. И сейчас мы приглашаем тех членов избирательных комиссий, которых государство, режим приглашает, обращаться к нам. Первое – соглашаться. Логика у нас простая. Если не согласитесь вы, согласится кто-то другой, готовый фальсифицировать, готовый способствовать преступлениям и быть соучастником. Поэтому мы говорим о том, что соглашайтесь, если вас зовут в избирательной комиссии, и сотрудничайте с нами. И сейчас в «Честные люди» пишет, ну, наверное, так скажу, достаточно много, да, членов избирательных комиссий, готовых действовать и предоставлять реальную информацию. Вот. И это тоже, наверное, важный показатель, что опыт 2020 года показывает нам, что люди, фальсифицировавшие выборы, понимают последствия, наверное, лучше и связывают все, что происходит беззаконие в стране, со своим участием в фальсификациях. Ну, нават калі уявіць, што гэтых людзей пусцяць, хаця это малаверагодна, бо зараз все-таки ідзе такое прасеиванне самых лаяльных людзей, такі пускаюць або будуць пускаць такія камісіі. Але мы ведаем з практыкі, што калі кіраўнік камісіі гаворыць, што впісваем такія лічбы, ён іх сам впісвае, в прынцыпе, або там сакратар камісіі. Можна напісаць любыя лічбы, і тады ўдзел гэтых людзей абсалютна як бы, ну, і не патрэбныя, неважна, сумленныя, несумленныя людзі. Вы говорите о фальсификациях на более высоком уровне, да? Потому что я как раз-таки веду речь о том, что люди, которые участвуют в избирательных комиссиях, они не выходят и не говорят со старта «я против фальсификации». Нават звычайныя такія участковыя нейкія камісіі, таму што кіраўнік камісіі, мы ведалі з практыкі, напрыклад, піша нейкую лічбу, і чалавек, ну, пабаіцца запярэчыць яму, так? Таму што, ведаючы мэты Беларусі, асабліва цяпер можа скончыцца. Ён можа расказаць вам, журналістам можа расказаць ананімна, хутчэй за ўсё, але ён не скажа гэтага, хутчэй за ўсё, кіраўніку камісіі. Таким образом, не препятствует фальсификации, но доказывают ее постфактум. Если я правильно слышу вас, да, ведем к этой мысли. Да, наверное, не наверное, может быть, даже наверняка, к сожалению, мы понимаем, что будет фальсификация. Мы понимаем, что происходить будет на участках и нарисуют на каком-то уровне, нарисуют ту явку, которая необходима режиму. С вероятностью, где будет выше вероятность, что нарисуют фальсификации, если мы пытаемся препятствовать, либо не пытаемся. Но я бы хотела здесь сделать акцент, наверное,
даже не на том, какая будет фальсификация референдума, потому что наша стратегия крутится не вокруг того, чтобы доказывать фальсификации и считать голоса. Мы говорим о том, чтобы наглядным образом люди, которые не согласны с беззаконием и с тем, что происходит в стране, пришли и сказали это вслух. То есть мы говорим, по большому счету, о протесте, да, и поэтому мне в дискуссии я переживаю за то, что мы смещаем акцент на фальсификации и звучим, наверное, отчасти наивно, если мы говорим, что да, когда у нас будут свои, скажем так, завербованные, честные члены избирательных комиссий, тогда фальсификации не будет. Мы понимаем, что на следующем уровне Ермошина может нарисовать эту явку. Поэтому сейчас я делаю акцент на том, чтобы действием демонстрировать, если желаете, препятствовать проведению референдума. Лукашенко боится протестной явки, это факт. Лукашенко боится в одном месте собранных людей, объединенных одной идеей и не согласных с тем, что происходит сейчас в стране. Вот. Поэтому я с акцентом на фальсификациях, несмотря на то, что мы работаем с этим, работаем с членами избирательных комиссий, этот же вопрос мы задали членам избирательных комиссий. Как вы реагируете? Вы же понимаете, во-первых, это риски, с одной стороны, да, когда люди находятся изнутри, на них оказывается давление. Мы слышим аргументы этих членов избирательных комиссий о том, что социальное давление и там боязнь того, что ты будешь в чате своего города, и твоя фотография размещена на сайте как фальсификатора, наверное, не знаю, моральный долг, социальное давление, оказывается, не меньше влияет на них, чем давление со стороны режима. Безусловно, мы не говорим о 100% членах избирательных комиссий. И плюс к этому мы говорим, конечно же, о голосе и о том, что мы будем работать с бюллетенями, недействительными бюллетенями. Вот. Но, на мой взгляд, это все вторично по сравнению с тем, чтобы люди не теряли веру, приходили и демонстрировали, говорили вслух об этом. Я так разумею, што ўжо ёсць некае рашэнне, што платформа «Голас» будзе ўдзельнічаць у такім жа фармаце ў гэтым рэферэндуме, як это было на апошніх выбарах, так? Зрабіць здымак бюллетэня і даслаць яго. «Голос» будет участвовать, да, поэтому как раз там в стартовом ролике Павел Либер, да, и мы говорим об платформе «Голос». Формат, наверное, несколько иной. Мы будем работать с бюллетенями действительно и сравнивать с протоколами, потому что недействительные бюллетени — это то, что отражено в протоколе, это фиксируется и считается. Мы будем приглашать в платформу «Голос» не только тех, кто изначально обозначает свою готовность прийти на участки. Мы будем приглашать в платформу «Голос» также и бойкотчиков, и всех, кто готов высказать свою позицию. Нам важно услышать белорусов, на что они готовы, как они хотят действовать. Вот. И будем оценивать количество людей, и их реакцию, и их желания. Вот. Поэтому в «Голос» мы в любом случае приглашаем всех, несмотря на то, что настойчиво рекомендуем и просим объединиться вокруг общего плана, приходить на участки. Сумленныя людзі былі адным з ініцыятараў кампаніі па назіранні, тады былі 1000 людзей па ўсёй Беларусі назіральнікамі, увогуле маю на ўвазе незалежнымі. Ці гэтым разам пасля вось той хвалі рэпрэсій, якая краіне адбываецца, калі людзі ў прынцыпе баяцца нават на Фейсбуку пісаць або лайкаць, шэрыць нейкія паведамленні ад СМІ ці да іншых карыстальнікаў, хтосьці пойдзе назіральнікі, вы самі будуце прасіць іх ісці ў назіральнікі? Да, действительно, мы работали с наблюдателями в 2020 году, и уже в 2020 году мы помним тот опыт, который случился у нас, да, когда наблюдателей независимых не зарегистрировали, и наши наблюдатели, все эти около 10 тысяч, пришли на участки, наблюдали снаружи. В этом году, я думаю, что давление будет еще мощнее. Более того, если в прошлом году было относительно безопасно прийти наблюдателям, попытаться зарегистрироваться, то в этом году, я думаю, что здесь уже будут риски. Те люди, готовые приходить и подаваться на регистрацию независимыми наблюдателями, явно должны осознавать, да, что это преследование со стороны режима может быть за этим. Сейчас наблюдателями будет работать в первую очередь платформа «Зубр». Ближе к дате референдума. Я думаю, что, возможно, мы даже называть это будем не наблюдателями. Здесь нет иллюзии о том, что наблюдателей зарегистрируют. Будем ли мы работать с активистами, готовыми в большем объеме участвовать, скажем так, в процессе и быть на участках? Да, будем. То есть функция, наверное, наблюдателя несколько поменяется. И мы сейчас говорим о наблюдателе как о человеке не зарегистрированном официально. Мы сейчас говорим об активисте, который присутствует на участках и собирает информацию, скажем так, координирует отчасти процесс.
Вот, поэтому с наблюдателями мы будем работать, да, в измененном формате, да. То, что это становится еще более опасным, чем в 2020 году, да, я призываю всех принимать во внимание эти риски, действовать осознанно. Тым не менш, назіральнікі зарэгістраваныя не маюць магчымасці назіраць за падлікам галасоў. А як вы будете, скажем так, дамагацца ад улады абвесціць рэальныя лічбы, калі мы сабе уявім, што сапраўды большасць тых людзей, которые прыйдуць, сапсуюць гэтыя бюлетэні, але ж пра гэта трэба даведацца. Как мы, если мы приходим на участки, голосуем и там делаем бюллетени недействительными, да, то мы понимаем, что вот этот показатель недействительных бюллетеней и есть для нас демонстрирование того, сколько нас было, и пересылать в голос. В сам момент едва ли мы будем осознавать, стоя на участках, сколько людей действительно пришли, и это была протестная явка, бюллетень недействительный, что интернета, скорее всего, не будет в этот момент, да, и там день до, после. И мы будем постфактум дособирать. То есть вот это подтверждение того, сколько нас было в числах, да, на платформе «Голос», это будет позже, чем сам день. В сам день мы рассчитываем, что мы придем на участки и увидим, надеюсь, очереди белорусов, проконтактируем с системой и еще раз убедимся, что это беспредел, с которым мы не согласны. То есть картинка, которую хочет нарисовать Лукашенко, как то, что в Беларуси все гладко, все согласны с тем, что происходит в стране, что референдум — это такая путь Лукашенко к тому, чтобы отойти от власти, возможно, да, вот весь этот блеф и эти проволочки, имитация фейк-перемен. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы белорусы понимали, что мы не должны, не можем, не знаю, насколько хорошее слово «должны», «не должны», не можем позволить Лукашенко нарисовать, выстроить ту картинку, которую он продает и белорусам, и наружу. Вот именно поэтому мы хотим, чтобы белорусы приходили. Несмотря на то, что в этот момент, когда будет вывешен протокол, сравнить реальные числа нельзя. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только толпу несогласных людей и осознать, что да, вот сколько нас и сколько нарисовано процентов явки. И то же самое было в 2020 году, мы понимаем, да, что мы же отчет о фальсификациях выдали уже позже. То есть были отдельные участки, где было очевидно, что произошли фальсификации. Но потом же мы дособирали данные, потому что интернета не было. Ну, теперь, когда участку могут поставить просто по 10 мапов, то хотя бы по 2. И люди просто будут, ну, банально бояться там, не то, что там збираться, они будут утекать, а только после того, навод, когда проголосуют по вашему заклику. Питание бояться такое. Чего? Приходить на участок? Нет, поглядеть, например, выники прийти после голосования, когда закрываются участки. Сейчас осознанно не говорим о времени сборах на участке и там деталях, да, кроме недействительных бюллетеней. Мы слышим много этих вопросов, резонных, логичных, что кроме недействительного бюллетеня, что произойдет после того, как мы опустим бюллетень в урну. Вот эти детали мы пока не рассказали, не проговорили. В том числе и потому, чтобы не давать возможность режиму максимально заранее готовиться к этому плану, раз. В том числе и потому, что мы сейчас предложили вот этот базовый сценарий, как каркас, и дальше будем дополнять детали, потому что продолжается дискуссия. То есть, если говорить о референдуме, да, в субботу мы предоставили, скажем так, белорусам тот план, который мы вырабатывали наверное, несколько месяцев в результате дебатов, дискуссий, обсуждений, созвонов с отдельными сообществами, инициативами, активистами. И пока мы предложили, ну, такой, наверное, каркас, скелет, базовый сценарий. То есть пока там действительно, и сейчас, когда комментарии приходят, типа, нет деталей, во сколько собираться на участке, а что происходит после того, как мы опустим бюллетень в урну. Да, мы понимаем, что мы это не проговорили это осознанно. Во-первых, потому чтобы режим максимально заранее не готовился препятствовать, потому что мы понимаем, что он будет препятствовать всячески, да. А во-вторых, потому что мы продолжаем еще вырабатывать эту тактику. Поэтому мы сейчас не говорим о том, в какой именно час явиться, мы не говорим о том, это должна быть очередь, либо где мы должны собираться. Сейчас мы хотим, чтобы мы все работали с тем, чтобы объединиться вокруг этого общего плана и распространять информацию базовую, получать комментарии, дискутировать, и потом уже дополнять его деталями. Мне еще два пытання. Одно з іх датычыць вось папроку такі ваш бок ад людзей, ну і в інтэрнэце, не толькі, пра то, што, в прынцыпе, ваша ідэя вельмі на руку Лукашенко, таму што яму патрэбныя людзі, каб легалізаваць гэтае мерапрыемства, рэферэндум на участках. Вы заклікаеце прыходзіць гэтых людзей.
І пазней о 20-й гадзіне Ярмошина, Лукашенко, там, Качанова скажут, что вот народ совершил свой гражданский долг, там 80% приняли дело голосования, из их 83, нават больше, на 2%, чем на попередних выборах, проголосовали за поправки. Ну, были там 12% супраць и 3% были сапсаванные. Угу. Слушайте, ну, в этой логике, наверное, так, в 2020 году Лукашенко не говорил о том, что 100-тысячные марши – это его поддержка. То есть я все-таки думаю, что аудитория, белорусы, толпы людей, либо очереди, демонстрирующие свое несогласие, отличаются от той картинки, к которой стремится Лукашенко. То есть придем мы или не придем на участки, мы, демократическое большинство, не согласны с тем, что происходит внутри страны при Лукашенко, Лукашенко будет стягивать туда лояльных. Будет стягивать туда тех людей, которые вот помогают рисовать вот такую картинку и продавать ее и внутри страны, переубеждая тем самым, что все не согласны, уехали из страны, что на самом деле протесты сдулись и прочее, и снаружи, да. Поэтому приходить и показывать свое несогласие, я не думаю, что это то, что оборачивается в пользу Лукашенко. То есть в этой логике тогда нет никаких действий, помогающих нам и демонстрировать, и бороться, и сопротивляться, да? Потому что если мы боремся и сопротивляемся, мы можем говорить о том, что там и белые листики на окнах, которые были, да, Лукашенко мог оборачивать в свою пользу. Но так же не происходило, если посмотреть назад, да. Вот. Поэтому сейчас нет, мне не кажется, что это аргумент, и нет, я не думаю, что это может быть на руку режиму. Я часто слышу аргумент, ну часто, не часто, но слышала его уже не один раз, что когда мы приходим на участки, тем самым мы легитимизируем режим Лукашенко. Вот этот аргумент и я понимаю на самом деле и готова, наверное, на него ответить. Мы не говорим, и поэтому сразу, да, со старта мы говорим о том, что да, референдум, мы считаем, что это обман, это фейк, это имитация, это преступление. Вот. И что мы хотим делать? Мы хотим не соглашаться с этим, не соглашаться с референдумом как инструментом нелегитимной власти. Поэтому раз мы не согласны с режимом Лукашенко и с Лукашенко, в частности, да, то мы не соглашаемся с его референдумом. Поэтому мы говорим, что мы не голосуем за, против. Мы приходим и демонстрируем это, как недействительными бюллетенями. Вот этот аргумент я понимаю. То, что протестная явка, люди несогласные приходят на участки, и это выгодно Лукашенко, нет, не думаю так. І апошняе пытанне, уявім сабе, што, напрыклад, нам, скажем, десяткі або нават сотні участкаў прадстаўнікі выйдуць і запішуць звароты або трансляцыі, скажуць, сапраўды у нас на участках большасць людзей сапсавала бюллетэні, і мы даведаемся сапраўдныя рэальныя лічбы. Што далей? Следующие шаги, я думаю, что это критичное к ответу в ближайшее время политическими структурами, политическими штабами, троицей нашей, о том, что будет происходить. Думаю, что здесь важно ответить не для всех нас, для белорусов, не только против чего мы, но и за что мы. Предложение, которое должно последовать от политиков. Что мы предлагаем для белорусов дальше, за что мы боремся. С этими ответами мы и будем приходить, так как я тут и Народное антикризисное управление, и честные люди, да, в одном лице. Поэтому предложение «за что» и вокруг чего мы объединяемся, как пройдет транзитный период, да, если мы все выходим, там, рискуя в этом протесте, возможно, там, если мы рассчитываем на то, что это мобилизация, что это там, возврат веры, либо утверждение своих позиций, туда с этим ответом необходимо, и мы будем возвращаться и говорить о том, каково же предложение, не препятствие Лукашенко, а предложение для новой Беларуси. Дякую, вялікі, Алена. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем з Варшавы была Алена Жваглот, координатор Народного антикризиснага управлення, а таксама лідар ініцыятывы «Сумленныя людзі». Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурыневич. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Спасибо. До свидания.